Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – алгоритм сложения и вычитания двузначных чисел. Закрепление. Парадные, нарядные, такие ненаглядные, и мальчики, и девочки внимательно глядят. Вам всем учиться хочется? Урок к нам в гости просится, пора его начать. Но прежде чем начнем урок, ребята, давайте настроимся на успешную работу. Повторяем за мной. Я молодец, я все смогу, у меня все получится. Сделайте глубокий вдох, затем выдохните с силой. Урок. Сегодня на уроке мы с вами закрепим навыки сложения и вычитания двузначных чисел устно и письменно. Будем развивать умение анализировать, сравнивать, применять математическую речь, память, внимание, воспитывать требовательность к себе, дисциплинированность, аккуратность, самостоятельность. Ребята, напишите число «Классная работа». Каллиграфическая минутка. Красиво напишите число 33 до конца строчки. Посмотрите на этот необычный рисунок. Как вы уже заметили, он нарисован с помощью геометрических фигур. Назовите геометрические фигуры. Правильно. Квадраты, прямоугольники, треугольники и круги. Ребята, давайте поможем Колобку построить мостик и перейти речку. Для этого мы должны с вами посчитать по пятеркам. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Молодцы, ребята! Ребята, что такое двузначное число? Число, которое состоит из десятков и единиц, называется двузначным числом. Чем отличается однозначное число от двузначного? Однозначные числа состоят из одной цифры, а двузначные – из двух. Как называется цифра, которая стоит справа у двузначного? Единицы, а слева – десятки. Правильно, ребята. Разложите числа на десятки и единицы. Проверьте себя. Посмотрите на выражение и вставьте нужную цифру. Проверьте себя. 48 – это сумма чисел 40 и 8. 96 – это сумма чисел 90 и 6. 70 плюс 3 равно 73. 5 плюс 8 равно 85. 21 – это сумма чисел 1 и 20. 39 – это сумма чисел 30 и 9. Сравните выражение и ставьте знаки. Проверьте себя. Десять минус 5 меньше, чем 40 плюс 10. 80 минус 10 меньше, чем 40 плюс 40. 34 минус 12 меньше, чем
36 минус 12. 25 плюс 15 меньше, чем 35 плюс 15. Молодцы, ребята. Ребята, какой большой теме были посвящены предыдущие уроки? Правильно, сложение и вычитание двузначных чисел. Вы молодцы. Многим удалось преодолеть затруднения, и теперь каждый из вас может сказать, что умеет решать примеры в столбик и в строчку. Рассмотрим, как графически записан пример. 24 плюс 13 равно 37. 45 минус 14 равно 31. Перед вами, ребята, алгоритм. Чтобы сложить двузначные числа, единицы складываю с единицами, десятки складываю с десятками. Алгоритм вычитания. Чтобы вычесть двузначные числа, единицы вычитаю от единиц, десятки вычитаю из десятков. Давайте, ребята, отдохнем. Ноги врозь, на пояс руки, надо спинки нам размять, наклоняться будем. Ну-ка, не спешить, не отставать, крутим мельницу вперед. 1, 2, 3, 4, 5, а потом наоборот. Будем мельницу вращать, подтянуть к груди колено и немного постоять. Научитесь непременно равновесие держать. Хорошо, мы отдохнули и к работе вновь вернулись. За время нашего отдыха к нам прибежали за помощью герои сказки «Гуси-лебеди». Это Аленушка и ее братец Иванушка. Сестрица с братцем добежали до молочной речки. Видят, летят гуси-лебеди. Попросили у речки: «Речка, матушка, спрячь нас». Речка говорит: «Если справитесь с моим заданием, то я вас укрою». Ребята, поможем Аленушке с братцем, быстро выполним задание. 44 минус 13, 69 минус 21, 52 плюс 15, 76 минус 24. Решите самостоятельно. Проверьте себя. Вычисление выполняйте и запишите столбиком. Ребята, речка укрыла их кисельным бережком. Гуси-лебеди не заметили ребят и пролетели мимо. Девочка с братцем побежали дальше. Но вот воротились гуси-лебеди. Что делать? Кого просить о помощи? Правильно, видят яблоню. Яблоня говорит: «Решите мою задачу, тогда спрячу». На моих ветках растут яблоки. Красных яблок 23 штуки, а зеленых на 17 больше, чем красных. Сколько всего яблок на моих ветках? К 23 прибавить 16 получится 39. 39 зеленых яблок. Яблоня заслонила ветвями, прикрыла листочками. Пролетели гуси-лебеди мимо, а девочка с братцем дальше побежали. Добежали до печки. Видят, опять гуси-лебеди летят. Печка дала самые трудные задания. Не обойтись Аленушке с братцем без нашей помощи. Решение уравнений.
Х плюс 31 равно 85. Х минус 24 равно 46. 50 минус х равно 25. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо от суммы отнять известное слагаемое. Х плюс 31 равно 85. Х равно 85 минус 31. Х равен 54. Проверка. 54 плюс 31 равно 85. Корень уравнения верен. 85 равен 85. Вспомним правило. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое. Х минус 24 равно 46. Х равен 46 плюс 24. Х равен 70. Проверка. 70 минус 24 равно 46. Корень уравнения верен. 46 равен 46. Вспомним следующее правило, ребята. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо от уменьшаемого отнять разность. 50 минус х равно 25. Х равен 50 минус 25. Корень уравнения равен 25. Проверка. 50 минус 25 равно 25. 25 равно 25. Молодцы, ребята! Мы помогли героям сказки. Печь спрятала детей. Гуси-лебеди полетали, покричали и ни с чем улетели к Бабе-Яге. А ребята счастливые пошли домой. Давайте, ребята, сгруппируем фигуры по признакам, по цвету, по форме, по размеру. Ребята, с какими числами мы работали на уроке? С двузначными. Как сложить двузначные числа в столбик? Чтобы сложить двузначные числа в столбик, единицы складываю с единицами, десятки складываю с десятками. Как вычесть двузначные числа в столбик? Чтобы вычесть двузначные числа, единицы вычитаю от единиц, десятки вычитаю из десятков. Ребята, какое у вас настроение к концу урока? Оцените настроение с помощью геометрических фигур. Математика сложна, но скажу с почтением, математика нужна всем без исключения. Всем спасибо, ребята, урок окончен.